столице половина 12-го. Добрый день. С новостями Эльвира Найманбаева. Фильтровальную станцию по очистке воды планируют построить в Уральске. Там хотят отказаться от обеззараживания питьевой воды хлором в пользу раствора из поваренной соли. Для полной модернизации оборудования, по словам специалистов, необходимо порядка 85 миллиардов тенге. Эту сумму подсчитали в компании, которая год назад в доверительное управление передали Батессу Арнасе. Ежедневно уральцы потребляют почти 50 тысяч кубометров воды. К тому же горожане стали экономить воду и меньше жаловаться на ее качество. Вода в кранах абсолютно соответствует всем требованиям санитарных правил, поэтому, значит, ее можно пить, не боясь. Вода в первую очередь должна соответствовать всем качественным показателям. То есть она не должна превышать по железу, допустим, 0,3 мг на литр, по алюминию 0,5 мг. Конечным результатом данного доверительного управления должно стать улучшение инвестиционной привлекательности компании, в результате чего будут вложены хорошие инвестиции, которые нам необходимы на сегодняшний день с учетом производственного состояния нашего оборудования. Третий этап аттестации госслужащих начался в Южно-Казахстанской области. На собеседовании комиссия оценивает профессионализм более 6 тысяч сотрудников. Есть и те, кто не выдержал проверку. 7 человек рекомендованы к увольнению, еще 9 не соответствуют должности, их понизят. Но хорошистов и отличников оказалось больше. По результатам предыдущего этапа тестирования сдали 97% госслужащих. Как сообщили в областном департаменте, не стоит цель уволить сотрудников. Важно выявить сильные и слабые стороны. За прозрачностью и законностью процесса следят 8 мобильных групп. Также создан сайт, где публикуют сведения об аттестации. Туда же можно обратиться с жалобой. Такая комплексная аттестация, это 15 шаг, который обозначил глава государства, до сих пор таких аттестаций не проводилось. Ее цель – выявить профессиональный уровень в целом госслужбы. Ее цель – не уволить, в первую очередь, чтобы в дальнейшем уже их профессиональное развитие выстраивать, исходя из тех результатов, которые они показали. Преступную группу из 6 воров-карманников задержали жамбылские полицейские. Среди них оказался оперативный сотрудник одного из территориальных подразделений ДВД. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. План по задержанию ПГ разрабатывали полгода. Карманники действовали на остановках и в общественном транспорте. Главарем был ранее неоднократно судимый 24-летний житель Тараза. Всего же с начала года в областном центре зарегистрированы свыше 200 карманных краж. Все участники преступной группы арестованы. Им инкриминируется более 15 эпизодов. Данный факт зарегистрирован в РТР по статье 262, 188, части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время в отношении организованной преступной группы и бывшего сотрудника полиции проводится досудебное расследование. В Акмолинской области пресекли деятельность сразу нескольких предпринимателей, занимавшихся реализацией алкогольной продукции без соответствующих документов. В целом у нелегальных торговцев изъяли около 45 тысяч бутылок крепких напитков. В прошлом году сотрудники департамента госдоходов изъяли из оборота более 111 тысяч бутылок алкогольной продукции. Обнаружено 3 миллиона 633 тысячи поддельных акцизных марок. В 2016-м удалось раскрыть 14 преступлений. Но нечистых на руку бизнесменов это не пугает. В регионе не перестают производить контрафактный алкоголь. Например, недавно в Зелендинском районе изъяты 26 тонн спирта на сумму 28 миллионов тенге. Пресечена деятельность 5 подпольных цехов. В настоящее время по этим делам состоялись приговора. И виновные лица наказаны к различным срокам. За текущий квартал нами завершено производством уголовное дело в отношении группы лиц, которые тоже аналогично на территории Акмолинской области реализовывали населению незаконный этиловый спирт, смешанный с водой и разлитый в 5-литровые баклажки. В Павлодарском Прииртышье впервые начнут масштабные научные исследования ареала обитания кровососущего гнуса.
Для этих целей привлекают группу биологов, которая будет изучать насекомых на предмет переноса опасных инфекционных и паразитарных заболеваний. Уже через месяц специалисты приступят к исследованию проб воды, где размножаются комары, и, собственно, самих переносчиков. По мнению ученых, это позволит понять реальную обстановку, сложившуюся в пройме реки Иртыш. К слову, в этом году бороться с комарами будут на территории 7 районов, хотя раньше аналогичную работу проводили лишь в пределах города. Как известно, кровососущие насекомые являются переносчиками целого ряда особо опасных инфекционных и паразитарных заболеваний. Это может быть и лихорадка западного Нила, это и различные москитные лихорадки. Поэтому нами запланировано проведение ряда лабораторных исследований переносчиков на наличие возбудителей этих заболеваний, чего ранее не проводилось. Очередной теракт в Сомали. Взрыв произошел на юге страны, в провинции Нижняя Шабеле. Микроавтобус подорвался на мине во время движения по дороге. Погибли все 20 пассажиров, выжил только водитель. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна группировка, однако местные власти подозревают, что за атакой стоят боевики Аш-Шабаб. США атаковали Сирию крылатыми ракетами. Их выпустили по территории авиабазы сирийских правительственных сил в провинции Хомс. Именно оттуда в начале недели ВВС Сирии нанесли удар по городу Хан-Шейхун, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей. Ранее сообщалось, что американские эсминцы, вооруженные крылатыми ракетами, находятся в Средиземном море. Анкара запретила 100 подданным Нидерландов турецкого происхождения выезжать из Турции. По словам представителя МИД, есть подозрение, что некоторые голландцы турецкого происхождения могут быть связаны с движением Гюленом. В ответ на действия турецкого правительства во внешнеполитическом ведомстве Нидерландов заявили, что страна готова оказать помощь своим подданным. Напомню, дипломатические отношения на высоком уровне с Нидерландами Турция приостановила в прошлом месяце. Ситуация осложнилась после того, как голландские власти не разрешили 2 турецким министрам выступить в Роттердаме перед гражданами Турции, живущими в Нидерландах. Они собирались убедить своих сограждан поддержать изменения в Конституции Турции, значительно расширяющие полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля. Чешский Нацбанк снял ограничения на рост кроны и установил ее плавающий курс. Ранее, чтобы бороться с дефляцией, правительство придерживалось политики искусственного ослабления нацвалюты. С 2013-го она не могла расти выше 27 крон за евро. В итоге за 4 года Нацбанк скупил валюту на 47 миллиардов 800 миллионов евро. По оценкам аналитиков, с начала года объем интервенции превышает 36 миллиардов евро. На фоне решения регулятора курс кроны значительно укрепился в ходе последних торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Чешская валюта составляла чуть более 26,5 крон за евро, в то время как накануне за денежную единицу ЕС давали почти 27,5 крон. Курение вызывает каждую 10-ю смерть в мире, причем половина из летальных случаев приходится на 4 страны – Россию, США, Китай и Индию. Таковы данные исследований западных ученых. Эксперты полагают, что уровень смертности может вырасти еще, поскольку табачные компании агрессивно осваивают новые рынки, особенно в развивающихся странах. В основе данных специалистов доклад «Глобальное бремя болезней» 2015 года. В частности, использовали сведения о курении в 195 странах за последние 25 лет. Дизайнеры из Казахстана впервые на Римской неделе моды. Модельеры одежды и аксессуаров, стилисты и визажисты прошли отбор в Астане, прежде чем привезти свои коллекции в столицу Италии. В мире модной индустрии Rome Fashion Week – событие выдающееся, оценивают участников показа именитые модельеры. Рассказывает наш СОБКОР в Риме Юлия Гончар. Вот. Если, например, девушка захочет выйти куда-нибудь на прогулку, я ей предлагаю одеть вот такой вот наряд, если это осень. Если это уже весна и легко, она может раздеться и, например, вот так. Элегантная, удобная, из натуральных тканей. Такой должна быть одежда современной молодой женщины. Модельер Гаухаржит Пуспаева свою первую в жизни модную коллекцию назвала «Гардероб-2017». Эта коллекция коммерческая и создавалась для повседневной жизни. Сегодня для начинающего казахстанского дизайнера первый показ за границей.
Моя коллекция, она сконцентрирована на вдохновении именно родных просторов. Несмотря на то, что платья и модели все выглядят современно, именно вдохновение для меня – это было родные просторы моей страны. Я вдохновлялась оттенками, цветами, растениями. То есть, это тоже свой процесс, который в результате вылился в эту коллекцию. Много талантливых людей, есть много что показать, и я думаю, что мы не отстаем от кого-то. Плюс ко всему, общаясь здесь с дизайнерами, я слышу очень положительные отзывы о мероприятиях, именно фэшн-мероприятиях, которые проводятся у нас в Астане и вообще в общем в Казахстане. То есть о нас слышат, о нас знают. В коллекции Екатерины Ковалевской изделия из комфортного трикотажа, легкие модели актуальных цветов, способные составить конкуренцию иностранным брендам. Всего 5 казахстанских модельеров одежды привезли в Рим свои работы. Среди сотни дизайнеров-новичков из 26 разных стран они должны запомниться. В жюри эксперты моды высокого полета, среди которых президент Итальянского института моды Карделла, готовы предложить стажировку лучшему модельеру. Римская неделя моды – прекрасный шанс быть замеченным. Стать успешным дизайнером нетрудно, если подвернется удача встретить хорошего менеджера или спонсора. Он нашел бы достаточно средств, чтобы заставить новую марку взлететь. Бесспорно, чтобы основать модную компанию сегодня, нужны большие вложения. Нужно обладать знаниями. Здесь очень трудно быстро достичь успеха, но тот, у кого есть талант, рано или поздно себя проявит. Демонстрируют на римском подиуме свои коллекции уже известные производители одежды, именитые дизайнеры и модные дома. В качестве гостей на этих показах нередко бывают персоны действительно мирового масштаба, такие как Джорджио Армани или Пьер Карден. Прекрасный пример для молодых, амбициозных отечественных модельеров, которые с маркой «Сделано в Казахстане» теперь будут стремиться в Милан. Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия. В Алматы проходит второй этап республиканской предметной студенческой олимпиады среди вузов искусств. Организаторы – Министерство образования и науки и Казахская национальная академия искусств имени Жургенова. С каждым годом число желающих принять участие в олимпиаде растет, и в этом году, чтобы проявить себя, приехали уже 200 человек со всей страны. Предметная олимпиада по 13 специальностям – это живопись, скульптура, дизайн, театральное и эстрадное искусство. В составе жюри известные деятели искусств. Во-первых, это большой, скажем так, жизненный опыт, потому что, общаясь друг с другом, видя, иногда бывает, знаете, что ребята приезжают, например, с одной пьесой, но это настолько разная трактовка, настолько, знаете, разное мироощущение, что вот, знаете, вот получается новый аспект какой-то они видят. И то, что в рамках этой олимпиады еще проходят очень хорошие мастер-классы, то есть, ребята, тут же у нас идет как бы работа над ошибками. Воспитание начинается с детства. Под таким названием в Кызылорде прошла научно-практическая конференция. На педагогическом форуме подвели итоги пилотного проекта. В течение 2 лет изучали проблему духовно-нравственного развития современных детей. Наработанный положительный опыт инициаторы предложили распространить по регионам. Таким образом, участники конференции намерены решать множество социальных проблем, с которыми ежедневно сталкивается подрастающее поколение. Мы, как ЮНИСЕФ, как эксперт, сопровождающий данный проект с точки зрения экспертной поддержки, в том числе с привлечением передового международного опыта, считаем очень успешным, потому что мы получили данные, что более 90% подростков, участвующих в этой программе, его оценили очень высоко. Приехали представители управления здравоохранения, акиматов, управлений внутренней политики, молодежных центров здоровья, молодежных ресурсных центров со всего Казахстана. На этом пока все. Хорошего дня и до встречи.